За прошедшие 5 лет в здравоохранении Мирнинского района произошли значительные изменения. Перемены к лучшему, как и во всей стране, обусловлены реализацией национального проекта здравоохранения. Одним из подпроектов является модернизация первичного звена здравоохранения, в рамках которого ведутся капитальные ремонты, оснащение оборудованием и выделение транспорта, поликлиники, врачебные амбулатории, фельдшерские пункты. В частности, в Мирнинскую центральную районную больницу поступили несколько единиц транспорта, необходимые для работы в селе Сюльдюкар, поселка Алмазный, поселка Светлый, Арылах, Чернышевский и во взрослую поликлинику города Мирный. Дополнительно по программе развития паллиативной медицинской помощи 2022 года получили легковую машину для оказания помощи пациентам. Все достижения, которые определяются в течение последних 5 лет, они обусловлены реализацией национального проекта здравоохранения. Есть различные направления этого проекта. Это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие первичного звена здравоохранения, онкология, цифровизация, работа с кадрами и так далее. Что касается Мирнинской центральной районной больницы, конечно, в первую очередь это у нас работа с кадрами, с учетом дефицита кадров. Да? Вы все знаете, что реализуется федеральная программа «Земский доктор». В республике, в районах она составляет 1,5–2,5 миллиона для прибывающих специалистов, врачей. И центральная районная больница, она является объектом первичного звена здравоохранения и полностью подпадает под программу модернизации первичного звена, в рамках которого проводятся как раз капитальные ремонты, приобретение автотранспорта и оборудования. И то, о чем много раз рассказывается, да, поступление автомобилей, это уже как стало для нас привычным, тогда как 10 лет назад для больницы это была большая проблема приобретение технического или там хозяйственного автотранспорта, потому что на потоке стояли машины скорой помощи, и количество их было все равно, мы ощущали этот дефицит, то сейчас по программе модернизации мы получаем именно хозяйственные машины, что является большим подспорьем для врачебных амбулаторий, фельдшерских пунктов, городских больниц Мирнинского района. И на сегодняшний день, с учетом последней машины, крайней машины, которую мы получили 2 недели назад для Светлинской городской больницы, все подразделения Мирнинской ЦРБ, они обеспечены транспортом для перевозки пациентов и биологических жидкостей. И надо сказать, что благодаря программе модернизации первичного звена у нас полностью оснащены, согласно требований, городские больницы, фельдшерские пункты и врачебные амбулатории, а также поликлиники ЦРВ. Обновляется и оборудование. Так, в рамках национального проекта здравоохранения в течение 2021–2022 года в Мирнинской центральной районной больнице закуплено и установлено рентгенологическое оборудование, новые современные цифровые рентгенологические установки, маммограф, флюорограф, аппараты УЗИ. Главное достоинство нового рентгенологического оборудования – современность, быстрота, четкость и легкость в работе. Данный аппарат фирмы МТЛ на 2 рабочих места был установлен в 2022 году по программе нацпроектов. Данный аппарат является цифровым малодозовым аппаратом. Преимущество данного аппарата в том, что он является скорость обработки изображений и проходимость пациентов гораздо увеличилась, и лучевая нагрузка пациентов гораздо снизилась по сравнению со старыми аналоговыми аппаратами. Также в нашей больнице были получены новый маммографический аппарат цифровой, тоже фирмы МТЛ, является цифровым малодозовым аппаратом. Был получен рентгенаппарат «Электрон» цифровой, он установлен в стационаре на 3 рабочих места. На нем проводится также рентгеноскопия желудка и пищевода. Из УЗИ аппаратов у нас были в этом году получены 2 новых аппарата фирмы Philips экспертного класса. Один аппарат у нас установлен в поликлинике для исследования поликлинических больных и один аппарат в стационаре.
В обновлении оборудования содействие и поддержку оказывает и акционерная компания «Алроса». Так, в рамках трехстороннего соглашения между правительством Якутии, администрацией Мирнинского района и акционерной компанией «Алроса» за счет средств «Алроса» была приобретена СДУГа, аргоноплазменный коагулятор и другое высокотехнологическое оборудование. Современное оборудование значительно повышает уровень оказания медицинской помощи населению. За прошедшие 5 лет на объектах Мирнинской центральной районной больницы прошли капитальные ремонты. С 2021 года по 2023 год во взрослой поликлинике города Мирный заменили кровлю, окна, произведена замена горячего и холодного водоснабжения, заменили лифты. В 2022-2023 годах производится ремонт стационарного корпуса, замена канализации, отопления, замена половой плитки, потолков, замена освещения дверей. В 2023 году проведен ремонт женской консультации и в процессе ремонт в родильном отделении. В Мирнинском районе действует программа «Земский доктор», в рамках которой специалист получает 1 миллион по федеральной программе, а также дополнительно 1,5 миллиона по муниципальной программе создания условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан, в том числе 1 миллион за счет бюджета Мирнинского района и 500 тысяч за счет акционерной компании «Алроса». Я врач-кардиолог взрослой поликлиники Мирнинской центральной районной больницы. Я проходила ординатуру в Северо-Восточном федеральном университете, то есть отучилась там 2 года. Когда поступала, я заключила целевой договор с Мирнинской центральной районной больницей. То есть когда я уже поступала в ординатуру, я уже знала, что через 2 года я сюда приеду и буду работать. Нам очень помогли, особенно Министерство здравоохранения, то есть мы участвуем в программе «Земский доктор», то есть получили помощь от Минздрава, еще нам оказала сильную поддержку сам Мирнинский УЛУС и «Алроса». Нам очень нравится коллектив, то есть нам все очень сильно помогают, поддерживают. Помогает еще руководство больницы. Очень благодарна коллективу и руководству. Условия очень хорошие. Работаем с утра с 8 до 3 часов. То есть 6-часовой рабочий день в поликлинике получается у меня. Муниципальная программа также предусматривает ежемесячные выплаты в размере 25 тысяч рублей сотрудникам больницы, которые обеспечивают медобслуживание школьников, дополнительные выплаты преподавателям Мирнинского отделения медицинского колледжа и приобретение учебных пособий. В течение 5 лет в рамках программы для Мирнинской центральной районной больницы приобретено медицинское оборудование и препараты. Сейчас молодые специалисты, пришедшие на работу в Мирнинскую центральную районную больницу, активно развивают здравоохранение, повышают уровень оказания медицинской помощи. Так внедряются инновационные технологии, например, эндопротезирование тазобедренного сустава и лапароскопическое удаление аппендицита. Я окончил Северо-Восточный федеральный университет, ординатуру по кардиологии. В Мирнинскую центральную районную больницу я устроился на работу с сентября месяца этого года. В ходе обучения руководство нашего института, медицинского института, давал нам информацию разных программ, и вот мы узнали то, что есть программа земского доктора и поддержка Мирнинской администрации молодым специалистам. Вот, и мы с женой приехали работать. Изначально у нас был целевой договор через Министерство здравоохранения с Мирнинской ЦРБ. В районных центральных больницах всегда нужны специалисты, всегда их приветствуют, и все условия для работы есть. Стоит отметить работу Мирнинской центральной районной больницы во время пандемии COVID-19. В 2020-2022 годах в больницу направляли на лечение от COVID-19 жителей Западной Якутии, а не только Мирнинского района. Много тяжелых пациентов поставили на ноги именно в ковидном госпитале Мирнинской центральной районной больницы. В это же время в больнице появилась своя кислородная станция, что позволяет централизованно подавать кислород в палаты пациента. В 2022 году в работу была введена вторая кислородная станция.
У нас будет продолжена работа по модернизации, да, то есть включающая капитальные ремонты, дефицит и износ, дефицит финансирования и износ зданий был такой, что вливание более 120 миллионов рублей в течение последних 4 лет, они были реализованы, но еще остается очень много потребностей. Мы будем продолжать эту работу. У нас утверждена программа «Дорожная карта» по капитальным ремонтам до 30 года при поддержке главы Республики Саха-Якутия и правительства.